Салам алейкум, баракату, жюри, те, кто смотрят тоже. Ну, алейкум А, ассалам. Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. На этом эфире поговорим, иншаллах, о том, как наши братья, студенты поучаствовали в всероссийском хакатоне по спортивному программированию и, альхамдулилля, по милости Всевышнего, заняли третье место. Но об этом чуть позже. Жюри, расскажите сначала каждый там коротко о себе, сколько лет, где учитесь, на каком факультете. Да, Зураб, можешь ты начать. Я Смурзиев Зураб, капитан команды АИС, фронтенд разработчик. Учусь в Ингушском государственном университете, лучший университет, 24 курс. Адам. Я Абурчев Адам, участник команды АИС, учусь в МГУ и в четвертом курсе, как сказал, самый лучший университет мира. Так, по направлению тоже фронтендер, да? Да, не, Python разработчик. Python разработчик, окей. Да. Мухаммад. Так, ну я не понял, о каком Мухаммаде ты говоришь, но я начну тогда. Так, У меня у другого стоит гость. Я еще не дошел до его имени. Да, я представляю. Сасапрели Мухаммадова, как ни странно, тоже учусь в НГУ на четвертом курсе. Мы все вчетвером с одного курса, с одного университета, вот, и являюсь фронтенд-разработчиком. Можно одно уточнение? Просто тут два ИНГУ уже есть. Есть просто ИНГУ, а есть лучший университет ИНГУ. Ты в каком именно учишься? Я лучший. Все, извините. Я спортовый. Так, и Дударов Адам. Ой, Мухаммад. Меня зовут Дудар Магомед, я учусь также в Ингушском государственном университете в четвертом курсе, и я Python разработчик. Короче, два Python разработчика и два фронтендера. Да. Наша хорошая связка. Тогда расскажите вообще, как организован, как появилась ваша команда, с чего, в принципе, начали эту сферу. Вы, как я понял, на каком факультете вы сказали учитесь? Информационные системы и технологии. Ну, короче, на программистов. Да. Тогда как вот вы пришли к формированию такой команды вообще изначально? Изначально мы сидели и работали в нашей прекрасной компании АИС, наверное, вы слышали. Да, у нас и нам прошлый эфир был с ним. Наш учитель позвонил, сказал, ну вот вы работаете, ребята, нужна команда, типа найдите людей. Вот из-за того, что мы в одной группе друг друга знаем, типа фронтенд, бэкенд, можем восполнить команду, почему бы и нет, попробовали, и все. Давно вы работаете в АИС? 9 месяцев. 9 месяцев. Работали. Машаллах, неплохой опыт. А чем занимались на рабочем месте? Я изначально работал в образовательном отделе, то есть помогал отделу хоть как-то и учил детей программированию. В код будущего, получается, да? Да, по направлению код будущего. Потом, где-то через месяцев 6, через полгода я перешел в другой отдел разработки, и там начал разрабатывать сайт. Адам, вы над одним проектом работали? Нет, я разрабатывал АИС бот в проекте компании АИС. Хорошо. И все. Так, собрали. Я так буду вас всех подключать потихоньку, чтобы никто не отмалчивался. Ну, вообще, изначально мы все пошли в АИС как преподаватели, да, то есть в образовательный отдел, все вчетвером были как преподаватели, вот, параллельно обучались там. Я также остался в образовательном отделе, и там участвовал в нескольких проектах по фронтенду, как фронтенд. Ну, небольшая такая часть. Мухаммад Дударов. Я тоже был в образовательном отделе, но параллельно с этим делал какие-то проекты, типа телеграм-ботов, проект для сайта. Если вы сейчас на четвертом курсе, получается, вы уже с третьего все работаете, да? Да. Да. На самом деле очень хорошо, потому что, в принципе, чем раньше начинают работать, наверное, тем лучше, а
Но не у всех получается. И, мне кажется, с третьего курса работы довольно-таки редкость. Хаваш, ты когда начал работать? Да даже не помню. К сожалению, у меня просто не было университета, который бы позволил бы мне после окончания сразу же найти работу. Но в целом где-то, наверное, в классе 11 примерно начал. Ничего себе. Ты уже в 11 классе зарабатывал, в смысле, коммерческий опыт? Ну, как сказать, это были приложения. Я на одном языке разрабатывал, скажем, десктопные приложения на фриланс. Мгм. Вот так вот. Ну, как я понимаю, ребята уже сейчас уже делают какие-то проекты, да, и то есть у вас получается вот то, что вы участвовали вот в Грозненском спортивном программировании, которое почему-то называется спортивным, хотя это вроде хакатон, вы, получается, вам дали какое-то задание, и вы сразу же начали его делать, или вы предварительно знали, что за задание будет? Сейчас, подожди, я перебью, Ага. если решите. Я просто хотел еще пару тем затронуть до хакатона, чтобы сложилось понимание, как Мгм. вообще братья до этого дошли. Вот, у меня такой вопрос был по поводу, как вы пришли уже к самой работе, то есть где вы занимались, насколько университетские предметы вам в этом помогли, или либо вы самостоятельно изучали там фронтенд, Почему они Python. Это как смеются, когда мы речь попали идет на про работу. университет? Так, Зурабу выкинул. Так, Визири, подхватывайте туда. Так, ну, если говорить о том, где мы обучались, то в основном это, конечно, мы сами учились по разным курсам, на Ютубе, документацию читали. В университете было несколько предметов, которые помогли нам как бы в освоении вот, программирования. Но не сказать, что это был какой-то значительный вклад, но все же хоть какой-то толчок, можно сказать, что университет нам давал. Да, нам предлагали участвовать в каких-то курсах от университета, да, мы проходили там курс 1Т, спринт от университета по фронтенду. Вот. В принципе, конечно, в основном это самообучение, но вот университет тоже оказывал какую-то помощь в этом. Хорошо. Какие сейчас вообще языки изучают в университетах? Ну, в данном случае в вашем университете. Нас обучали QBasic на первом курсе и Python обучали еще немножко. Вот то, что Python ясно нашел, это на самом деле, с одной стороны удивительно, с другой стороны хорошо. Да. Зураб, ты, прежде чем вылететь, тоже начал что-то рассказывать. Да, я хотел сказать то, что как мы попали вообще на работу нашу. До этого один из этих участников, Адам, то есть скинул группу, оповестил нас, то, что стажировка начинается в компании АИС, то есть Код будущего. И мы без каких-либо базовых знаний пришли туда, нас взяли, можно сказать, мы там выросли именно в компании АИС. Да? Не QBasic, не Python, а именно компания АИС. Да. Так и запишем. Да. Еще какой вопрос был? Не всегда можно Насколько, говорить правду. как вы вообще оцениваете вот ваших, ну не то чтобы ваших сокурсников, но вообще насколько сейчас в университете, на вашем факультете вот активность развита в этом направлении? Ну, сколько, грубо говоря, много ли у вас одногруппников, которые работают уже и которые там планируют работать в этой сфере? У нас в группе где-то 30 человек. Если по правде говоря, из них мы 4, еще один человек более-менее IT занимается. А так другие чисто устроились и устроились. Просто и все. Почему интереса не хватает, либо возможностей? Ну, многим неинтересно, да, просто неинтересно. А так, может быть, в других факультетах есть ребята, которые хотели бы войти. Я знаю то, что в третьем курсе нашего направления информационных систем технологий есть люди, и то парочку. Ну, мало. А вы не думали вообще развивать какое-нибудь внутреннее университетское сообщество, чтобы побольше привлекать и заинтересовывать? Как то, что мы делаем. Если ты программировать не хочешь, то сказать тебе или нет, то смысла нет в любом случае. Если хочешь, то будешь заниматься, если нет, то нет.
Да, но с другой стороны, многие сомневаются. То есть почему вообще и создали интернет? Потому чтобы люди, которые хоть немного хотят, чтобы им была поддержка, как бы. Потому что без поддержки тяжело. Ты думаешь, что это не твое, ты думаешь, что ты недостаточно умен для этого. Мы возьмем на заметку. Мне кажется, можно было бы там Можно было интернет в бы. том числе пиарить. Тем более университет бы, я думаю, проявил бы тоже инициативу, как-то бы, возможно, вам помог. Надеюсь, надеюсь. В том числе, кстати, можно было какое-нибудь выступление сделать на эту же тему, как вы выступили на соревнованиях, как вы к этому пришли. Ну, иншалла, если что, может быть, это видео скидывать. Окей, теперь Хаваш, можно. Я узнал все, что хотел предварительно. Мгм. Понял. Ну, тогда, наверное, повторю этот вопрос касательно... Хотя, в принципе, в целом, начнем, наверное, не с этого вопроса, а начнем с того, как вообще вы узнали о хакатоне? Опять же, мы работали, я рассказывал уже, Мгм. мы работали в АИС. У нас в компании пришло письмо, то, что вот, начинается хакатон, надо собрать людей. Мы собрались, все нормально, потом заходим, и там написано, то, что люди должны быть с одного университета. И Команде? поэтому из-за того, что в нашей компании нет людей с одного университета, нам пришлось убрать команду. И ровно через день нам с ИНГУ нашего позвонил учитель, наш тренер, который с нами был, Сурой Велес, и сказал, вот Адам ему сказал, позвонил, типа, соберите команду из 4 человека, поедем на соревнования. Все, вот так собрались. Хорошо. Мгм. Какая-то предварительная подготовка именно У непосредственно к нас, соревнованиям. ну, нам сказали эту новость где-то за 4 дня, где-то вот так. Мы, естественно, подготовились, сели что-то как... Кстати, там было указано то, что это будет именно тематика создания образовательной платформы. Там было написано Мгм. заранее. Но именно тема какая-то будет, не сказали. Поэтому мы зашли заранее, там, авторизацию, регистрацию, что-то там, такие базовые вещи сразу настроили, что-то подготовили, что-то сделали, и более-менее подготовились. Вот так. Ну, за 4 дня не знаю, что за подготовка будет. Хорошо. Ну, то, что, в принципе, не забили и что-то начали делать, уже А хорошо. сколько у вас по времени само вот это вот спортивное программирование шло? Все шло именно разработка сама или прям От мероприятие само. начала до конца хакатон весь, имеется в виду. Это с 4 по 8 число. То есть 4 Это октября. мы приходим, Мгм. да, 4 приходим, регистрируемся, типа проходим какую-то комиссию, потом 5 числа где-то с 9 до 12 у нас открытие, типа хакатона всероссийского. Потом с 12 до 8 мы разрабатывали сайт. Вот Мгм. так. А потом 6 числа с 9 утра до 9 ночи сидели, тоже разрабатывали. И в 21:00 нам сказали скинуть все исходники, все файлы, все, что есть. И давайте домой, подготовьте презентацию. Просто, Все, на Это следующий день. просто давайте домой. Да, все, давайте скидывайте и домой. Это Ага. все в Грозном происходило, все эти дни вы в Грозном находились, да? Да, в Грозном. Сколько оффлайн команд было с вами? Именно сами соревнования проходили в гибридном формате, типа онлайн и офлайн. Общем было 22 команды. 10 из них были офлайн и 12 онлайн. Вот так проходили. Во всей Мгм. России, да? Да. И надо Так, отметить, что это хакатон, это только самые первые соревнования. Это в этом году только открылись эти соревнования типа Федерации спортивного программирования. угу, Это были первые соревнования в России. хорошо. А призовой фонд какой был? Ну, я, как и сказал, это теперь спорт, а спорт не платит. Так? Медаль, Вот фонд у нас кружки Ахмат Сила были. Нормально. да. Не, у вас был довольно ценный подарок, я скажу. То есть, серьезно, Ну, то есть простите, извини, призового фонда не было, да? вот я хотел сказать, серьезно, вот, то есть вам просто кружки подарили, что ли? Ну, Не, кружки, нам дали грамоты. медали, А, сказали спасибо, грамоты какие-то, кубок, фотки и ну, все. знаете, спасибо тоже стоит много, вот так что
Это важно. А вот у меня такой вопрос, он технически, наверное, отходя от хакатона. Я никогда в жизни в хакатонах не участвовал. Каждый раз думал, вот пойду, и каждый раз бывала лень. И у меня была мысль такая, что вот вы начинаете, вот старт, вам говорят, начинаете разрабатывать. Как вы коммуницируете? То есть как происходит процесс того, что фронт-энд и бэк-энд начинают разработку? Кто первыми начинают? Насколько я знаю, тут 2 бэкэндера, 2 фронтендера. То есть у нас один бэкэндер, один Telegram-бот делал, а 2 фронтендера. Вот так. Угу. А вот бэкэнд, давайте к бэкэнду вот сначала начнем. Сложно, когда ты не знаешь, что вообще, как будет приложение выглядеть, разрабатывать вообще серверную часть? Тем более, когда ты не знаешь, что от вас требуют. Сложновато, да, приходится бэк постоянно переписывать. Когда я писал бэк, мне под фронт приходилось постоянно все переписывать, переделывать под их нужды. Это, наверное, сложно. То есть постоянно что-то меняется. Сначала мы задумали что-то одно, и по ходу нужно поменять, и бэк приходится переписывать практически заново. А вот напряжение такого, бывало у вас напряжение, что кто-то, например, требует какой-то функционал, и ты понимаешь, что ты не успеваешь, и из-за этого есть какие-то сложности, а время вовсю идет. Да, такое не единожды бывало. Ага, вот как. Да, А было. у вас заранее дизайн был или вам просто на словах рассказали, что должно быть в итоге? Нам дали кейс, То есть, какие требования должны быть. Да, И вот под эти требования пришлось писать в само приложение. Кейс из себя представлял просто текстовое Да. задание? Окей. Ну, то есть нас в этом зале собрали, посадили, критерии оценивания будут, что надо сделать, тему сказали, и все, сказали, начните. И мы начали. А Telegram-бота вы от себя решили добавить, или это тоже был... Ну, какая-то фича, да. Окей, а в целом в итоге получилось... какого рода проект получился? Если можно ли его где-то посмотреть? Будет ли он где-то применяться? Наш именно? Да. Ну, либо те, кто заняли первое место. Тема была именно создание образовательной платформы для классов 6-х, 7-х классов. Именно тема типографической карты. То есть мы должны были разработать такую платформу, игру, чтобы детям было интересно, геймификацию добавить туда, какую-то фичу свою. Да, и надо признать то, что мы создали многое и слишком сильно отошли от темы самой. Вместо того, что мы не умели делать игры, в принципе, C# разработчиков никого у нас не было, поэтому мы создали какую-то образовательную платформу и сделали вместо игры тест для детей. Типа, ты заходишь, ты читаешь какой-то материал, что ты учишь, и в конце у тебя вопросы. И ты должен ответить на вопрос и отправить эту форму учителю. И все. Такого, вот. Что оценивалось? Точнее, по каким критериям оценивались результаты? Это функциональность сайта, работоспособность, соответствие именно теме. Это мы профукали полностью по ходу. Дизайн и я не помню, что... презентация. Вот, презентацию тоже оценили. Да. Где-то разворачивали проект в итоге или у себя на ноутбуках показывали? Мы скидывали им файлы, типа, и все. Типа, файлы исходник. Они смотрели, а дальше по видеодемонстрации мы во время презентации показывали, как он работает. Хавар, что ты хотел сказать? Да, в принципе, насчет дизайна, но, как я понял, дизайн вы делали сходу. Да. А вот такой вопрос. И вот 3, получается, места было, и второе место, и первое. Что вот они получили, если вы получили довольно ценный приз? Ну, они тоже самое получили, в принципе. Только не менее. И первое место получило кружку, грамоту и спасибо. То же самое, да. Подожди, побольше. Так я же вроде слышал, что там типа 1 000 000 рублей что-то, или мне послышалось это?
Это было Нет, такого просто не было. фестиваль, это не соревнование было, это именно фестиваль международного турнира по хакатону. То есть, получается, если бы какой-нибудь программист с Палестины, ну ладно, давайте не Палестину, давайте возьмем там Египет или другую страну, приехал в Россию, 4 дня побыл в стране, вообще в чужой стране, и победил бы теоретически, он бы получил бы кружку, грамоту Ну, и это спасибо. всероссийское было. Там с мира не пускали. Ну да, там не пускали, чисто Россия была. Ну, там, по-моему, если я не ошибаюсь, или я вообще, наверное, другую новость читал, мне кажется. Ты, Там, похоже, Да, да. другой новость, да, фестиваль международный. Ага. Кстати, да, я другую новость, значит, читал. Понял. Адам, расскажи тогда про свой бот. В чем был его функционал? Бот тоже был прислать задание, ребенок тоже выполнил свои задания, и бот сам оценивает задание, типа ставит оценку, и потом оценка отправлялась в прям пакет, ну, прям учителю, и добавляются очки, ну, баллы. А ты до этого писал вообще ботов в Telegram? Да, да. Хорошо. Коммерческий или просто для себя? Можно сказать коммерческий. Ну, когда я работал в компании, ну, АИС, там мы создали HR-бот. Ну, типа бот вакансий. Хорошо. Так, Зураб еще упомянул, что это был то, про что говорит Хаваш, это был фестиваль. Вы на фестивале тоже участвовали? Это всероссийский N5, да. Была другая команда, которая работала в АИС. Ну то есть Да. Вы про Кубок мира? Там я не участвовал. там, по-моему, наше 13-е заняли, да, место? Да. 12. 12. Окей. Да. Так, Мухаммад Сапралита, расскажи, насколько было тяжело верстать без дизайна? Хватило ли таких дизайнерских навыков? Но по дизайну, если честно, кое-какие наработки были, да, то есть мы попытались максимально использовать весь тот опыт, который у нас был из компании АИС, вот, и попытаться оттуда какие-то вещи из дизайна, там UX какой-нибудь оттуда взять и перенять его на свой сайт. В принципе, я думаю, больше дизайном у нас Зураб занимался, именно в плане дизайна. Вот. Я занимался авторизацией, регистрацией и там с пользователями от бэкэндера тоже. Как реализовывали авторизацию и регистрацию? Ну, точнее, авторизацию. Без GUT токена, просто обычным токеном, с одним токеном. Ну, как сессию, да? Да. Просто сессию. Зураб, тогда ты расскажи про дизайн. Потому что мне кажется, что без дизайна вообще... Ну, то есть фронтендер хорошо, конечно, иметь навыки там какого-то минимального дизайна, но по ощущениям это нелегко. Университетчик, я фронтендер. Как еще? Да, я знаю, что ты фронтендер, не знаю. Да. Фронтендер. Сори. Это Я очень лично, важно. Особенно для Зураба это очень важно. Был верстальщиком в свое время. Да, в свое время, да, когда-то был. Дизайн просто... Мы разрабатывали сайт на АИСе, я помню, какие-то примеры были. Что-то было 2-3 сайта, что-то брал похоже, а там у меня креативности 0. В дизайне я полностью 0. Ваш, ты советуешь подтягивать эти навыки фронтендеру? Да, в принципе, в какой-то Для степени, дизайна, наверное, нужно. Вот Хаваш, я лично могу сказать, что отличный дизайнер. Он реально может затащить полноценный дизайн для своих курсов. Я просто Midjourney использую, ты не знаешь подробностей. Нет, ты еще до создания Midjourney. Нет, то я использовал бета-версию. Ну окей. Так, что еще кто-то? Да я хотел... Есть. У меня есть. Давай вернемся обратно в университет. Давай. Затронем, наверное, эту тему. Мне вот интересно, университет, вы говорили, что вам QBasic обучали, Python, в принципе, QBasic я первый раз в жизни слышу, это, наверное, что-то локальное. А Python еще я слышал. И вот за все время, сколько вы обучались, вот я просто прочитал новость в Инстаграме, что университет приложил усилия для того, чтобы вы там получили это третье место
типа, как-то... Короче, как-то университет вам помог. Вы можете рассказать, кроме того, что вам давали вот эти вот знания, как-то еще проходило ли такое, что университет вас подготавливал как-то, может быть, я не знаю, там, что-то такое бывало? Или вы сами просто, типа, у вас были знания, и вы с этими знаниями пошли? Именно насчет фронтенда знания приобретены именно в компании AIS. Все. Мгм. Насчет бэкэнда, потому что там затронут Python, у нас был какой-то преподаватель по Python, это по большей части вопрос к Адаму или к Магомеду. Давайте послушаем. Адам, у тебя микрофон. Микрофон только выключен, Адам. Махмад, он думает, что Что я могу сказать? В университете нас обучали базовому питону. Дальше мы с Адамом нашли, точнее, Адам нашел хороший курс, которым получили достаточно неплохие знания. Но в основном, то есть, где бы ты ни учился, хоть в университете, хоть в школе, в любом месте, в любом случае тебе нужно самостоятельно обучаться. Ну да. Университета, он нам дал базовые знания, то есть, как и Зураб прежде говорил, он дал нам толчок, так сказать. Мгм. Курс по питону это не на степике случайно? Да, да, поколение питона. Это плохо сказали. Кстати, а я вот слышал в университете, по-моему, Тагир Аушу, да, если не ошибаюсь, напомни, если ты, конечно, помнишь, говорил, что, или не Тагир Аушев, кто-то вот говорил, что хочет в университете ИНГУ при участии там Московского университета вроде бы как обучать определенное количество студентов в ИНГУ. МФТИ вроде там какой-то совместный проект. Да, что-то вот такое было. Вы вообще слышали об этом? У вас такое проходило или... Нет, сейчас впервые слышал об этом. Правда, нет? Вы впервые это слышите? Угу. Хорошо, интересно. Ну, надеюсь, будет. Нет, там, насколько я знаю, там уже был и набирали людей. Да? Я ожидал, что... Нас это вообще не коснулось. Ага. Просто интересно Именно было. программистов не коснулось, может, филологов, медиков коснулось. Мгм. Нет, там именно ИСИСы, как я помню, набирали. Ладно. Окей. Ну, вы, видимо, не ходите в университет. А зачем? Ребята уже зарабатывают, там в хакатонах участвуют. Им это не Да, нужно. вот. Расскажите в целом о впечатлениях участия в хакатоне, насколько вам это было интересно, насколько вы в будущем хотите, если это будет повторяться, участвовать снова. Да, это нам было интересно, потому что мы приобрели неописуемый опыт, вообще конкретный опыт, мотивацию. Мотивацию надо поднять. Мы сейчас готовимся еще в данный момент. Сейчас в ноябре еще одни соревнования по спортивному программированию в Казани. Вот. Мы сейчас активно готовимся. Тоже студенческие? Тоже студенческие соревнования? Да, скорее всего, студенческие, да. Вроде. Да, вроде студенческие. Мгм. Ну, надеюсь, что на этот раз будет так, что, иншаллах, я очень надеюсь, что университет вам как-то поможет подготовиться. Может, я не знаю, там время вам выделит, чтобы какие-то... Нет, ну как минимум они уже заранее знают, не за 4 дня. Ну так да. что им уже помогли. Ну да, это уже хорошо. Просто на самом деле было бы хорошо, если бы вообще у нас в университете проходил бы, вот как ты правильно говорил, вообще было бы отлично, если бы у нас какие-то такие мини-клубы были связаны с IT в университете, где ребята могли бы сесть там и брейншторм устраивать или просто как-то, не знаю, там создавать какой-нибудь проект, пусть это даже будет для университета, но при этом, чтобы университет мотивировал студентов к этому. И вот тогда, мне кажется, то, что было написано там в Инстаграме и других местах, будет в какой-то степени подходить под то, что в дальнейшем будет применяться там и в Казани и так далее. То есть какой-то результат был бы уже намного лучше, мне кажется. В целом и в этот раз результат был, альхамдулилlah, Да. хороший, как по мне. Правильно, все. Какие планы вы сейчас, помимо вот АИС, закончился проект, как я понял, к сожалению, как мы обсуждали на прошлом эфире. Есть ли планы сейчас по поиску работы? Да, есть планы по поиску работы, активные планы сейчас.
Нигде не берут, оказывается, джунов. Да? Хотя и не Новость, джун, новая новость. плохая новость. Активно ищем работу, в принципе, и параллельно готовимся к Казани. Ну, учитывая, что у вас есть опыт уже коммерческий, как бы, как вы говорили, 9 месяцев, по-моему, мне кажется, иншалла, вам должно быть полегче. Да, Пробовали вот, в откликаться? принципе, там были спонсоры на соревнованиях, именно Т1 холдинг, наверное, вы слышали, российская компания. Они нам сказали, просто напишите нам, типа, чтобы капитан вашей команды написал нам по поводу стажировки, типа, может быть, мы вас возьмем в компанию. Мгм. Да, я написал, потому что я являюсь капитаном. Они просто прочитали, и все. Ну, можно еще раз написать, можно даже позвонить, надо максимально доставать. Да, да, да. Именно первый поиск, Сказали, первой работы. какие-то если изменения будут, то в группе напишем что-то там, а группа какая не сказали пока. Ну, В не группе стоит в напишем. любом случае только Ну, на вам них перезвонить, короче, сказали, как ограничиваться, да. Мухаммад Сафралиев, у тебя в этом плане, в смысле, пробовал ли отвлекаться? С поиском работы, я Да. думаю, примерно так же, как и Зураб, откликаюсь, пытаюсь искать работу активно. Вот. Но пока что просмотры резюме есть, конечно, но вот дальнейших каких-то движений со стороны работодателя нету. Вот просто смотрит. До собеса не доходил еще, да? Да, к сожалению, нет. Вот сейчас я и Зураб откликнулись на стажировку в Wildberries. Вот сейчас ждем от них ответа. Может, там получится. Кстати, по поводу стажировки в Wildberries, я не знаю, с Муслимом Илхаровым, если вы знакомы, у Да, него, да, да. по-моему, есть контакты HR, которые занимаются стажировками, вы можете написать напрямую в Telegram ей. Короче, на HeadHunter, если вы про отклики, там довольно-таки частая история, что смотрят отклики и не отвечают, либо в принципе не смотрят. Поэтому я советую в данном случае находить контакты прямые и обращаться. Здесь происходит. В каком плане? На джуна 1000 откликов, 1500 откликов. На медла 700 откликов, 800 откликов, не знаю. На сеньора 400, 500 откликов. Ну, вас не должно это пугать. В любом случае, Аллах кормит дарит. Вам главное эту кнопку Да. нажать. Это, знаете, было всегда даже 5 лет назад, даже 7-8 лет назад. Я прекрасно помню, когда я только вот изучал вот это вот все. Очень много откликов бывало. То есть ситуация, что тогда, что сейчас, не сильно изменилась. Да, сейчас требований к студентам, которые сейчас планируют стать программистами, бэкэнд, фронтенд программистами, да, сейчас требований больше. Потому что, если, например, сравнивать там 10 лет назад, ну, признаем тот факт, что программистов было меньше. Сейчас требования к компании увеличиваются, технологии растут, и получается, бизнесу нужно как бы больше посетителей, мощностей, и, соответственно, новые вещи применяют. Вот. И тут ничего не поделать, кроме как учить. И, иншалла, мне кажется, если вы чуть-чуть еще потерпите, я думаю, точно найдете работу. Да, Андрей? Давай, Андрей. Ваш, у меня, в принципе, все, наверное, по вопросам. Может, у тебя есть что-то? Ну, в принципе, хотелось бы, наверное, затронуть программистские вопросы. Мне вот интересно было бы даже... Если честно говоря, я фронтенд уже знаю, на чем написан, я предполагаю даже, на чем он написан. Мне вот больше было бы интересно узнать, чем вот на бэкэнде вы занимались. То есть, что у вас там происходило внутри. Что вы вообще применяли. И вообще, в принципе, что бы вы могли бы посоветовать, скажем, людям, которые вот сейчас вот не знают программирования, но хотят начать изучать программирование. Со стороны бэкэнда мне интересно послушать, и со стороны фронтенда. Желательно начать бы с бэкэнда, чтобы вот понимали. Ну, бэкэнд писал я на Django, и если кто-то интересуется бэкэндом и хочет начать заниматься именно в этом направлении, наверное, ему лучше смотреть на другой язык программирования по типу Go, потому что Python он очень медленный. В этом плане он уступает. Вот. Я писал бэк на Django, потому что Python я уже знал, и этот язык мне нравится. И помимо бэкэнда я, скорее всего, буду заниматься и в других направлениях. Вопрос, а почему
можешь привести пример, почему Python медленнее, чем Go? Ну, в твоем случае, где ты вот это ощутил. Ну, я это лично не ощущал, я смотрел статистики, спрашивал более опытных своих коллег, и все как одни говорят, что Python как серверный язык медленнее. Мгм. Понял. Ну, наверное, это, скорее всего, там речь шла про более такие высоконагруженные приложения. Да. Да, Ну, скорее всего, про это. Да, для мелких там можно писать. согласен. Год там выигрывает. Но тут еще момент, что многим бывает Python легче как первый язык освоить, а потом уже переходить на Go. Ты вообще как в этом плане советовал бы? Стоит ли начинать с Python, либо если ты хочешь на Go, сразу идти в Go? Да, если люди у нас разные бывают, некоторые лучше получается. Каждый человек сам поймет, если он совсем новичок, наверное, все-таки лучше начать с питона, потом уже переходить на Go. Ну да, кстати, хороший совет на самом деле. Ага, а Адам что скажет? Полностью согласен с Магомедом. Я также так думаю. Сначала надо, если прям ты новичок, надо сначала научиться написать код именно Python, потому что Python это, прям сказать, самый легкий язык, самый усваиваемый язык, и на нем просто легко написать. Тогда вопрос, а почему ты тогда выучил именно Python? То есть вот как это началось, что ты такой, вот я буду учить Python? Вот я сидел, нашел курс поколения Python, просто взял курс и Ничего пошел. себе, представь, машалла. Нормально. То есть, а вот если даже говорить о том, вот вопрос ко всем, наверное. Я сейчас себя буду представлять в роли человека, который вообще не знает программирование. Просто мне задают часто такие вопросы, которые вот только хотят войти в IT. Что бы вы вообще могли посоветовать человеку, чтобы ему вот те моменты, где вам было сложно, и вы бы сказали, блин, вот я бы вот человеку посоветовал бы вот идти вот таким путем, потому что он быстрее изучит программирование. Или вот изучить вот это, потому что тогда точно будет результат. Вот есть ли у вас такие примеры, и что бы вы вообще могли таким людям посоветовать? Если человек хочет учить именно прям Python, то я бы ему посоветовал бы именно поколение Python или Яндекс Handbook, потому что там материал очень интересный и развернутый. Прям в поколении Python есть там разные алгоритмы и, как я сказал, интересный материал. Понял. А остальные ребята что скажут? Я скажу так, если ты хочешь зарабатывать и иметь какие-то знания хорошие, то надо учить фронтенд, Go, что-то там. А если просто иметь какие-то знания и быть не нужным никому, то Django. Ничего себе, это очень сильное заявление. Очень сильное заявление. А мама что скажет? Да, или быть учителем ИГУ, учить питону студентов. Не, ну знаешь, извиняюсь, конечно, но учить студентов это, скажем, намного сложнее, чем быть просто программистом. Потому что, когда ты просто программист, ты просто выполняешь задачки. А учитель — это многого стоит. Это нужно приложить столько усилий, чтобы научить кого-то. Так что не будем недооценивать. А мама Цапролиев что скажет по этому поводу? Ну, знаете, сложно раздавать советы, потому что у меня такое ощущение, что нам всем требуется самим какие-то советы получить, да. Вот. Но если говорить о том... Мухаммад, ты, по-моему, закрыл Да, микрофон. ты микрофон прикрыл. Так, сейчас... Да, сейчас. Вот. Ну, если говорить о каких-то советах, то я бы, наверное, в первую очередь сказал бы выбрать направление, в котором человек хочет развиваться, а не язык выбирать. То есть от направления все-таки больше зависит язык, да, в котором вы будете изучать. Насчет питона я, если честно, не согласен. Я не думаю, что стоит свое время на него терять, если вы не хотите в этой сфере развиваться. То есть если вы хотите учить фронт-энд, то лучше все-таки сразу учить JavaScript, чем сначала Python, а уже потом учить JavaScript, да. То есть не думаю, что есть какие-то большие отличия. И сам синтаксис Python, он довольно сильно отличается от всех остальных языков. И я думаю, наоборот, это сложнее будет переходить от Python к другим языкам программирования. Вот. И, наверное, побольше практики, потому что чисто теории ты далеко не пойдешь. Вот максимальное количество практики и там 80% практики, 20% теории, я думаю, такое золотая середина. Тогда встречный вопрос.
практика. И, ну, я не знаю, вот я человек, который не знает программирования. Я вот только сейчас сел вот в вашу движуху и взял ваш JavaScript. Или там Python взял ваш. Откуда мне эту практику брать? Да, можно просто в Ютубе посмотреть какие-то обучающие курсы и в первое время просто повторять за тем, что делает вот более опытный человек, и со временем, я думаю, ты начнешь понимать, что там происходит в дальнейшем. То есть первое, что ты вот лучше можешь сделать, это просто сидеть и смотреть, как что-то реализует более опытный человек, и потом уже учиться самому. Например, на канале Арчакова Хаважа, да? Да, я лично сам обучался на канале вот у Арчакова Хаважа React. Скорее всего, ты плохой фронтендер. Что другой Магомед скажет? Куда бы человек ни шел, чтобы он не изучал, наверное, самое главное – это брать ответственность, ну, не бояться брать ответственность. Вот только так ты получишь опыт, Да. бесценный, а все остальное можно и бесплатно на курсах получить. Знаешь, казалось бы, ребята, ну, не очень опытные в плане именно технологий вообще работы, но советы они дают реально очень Согласен. дельные. Вот, такое Полностью ощущение, согласен. как будто я сейчас сижу с медлами, сеньорами, которые реально дают такие дельные советы. Потому что это реально очень важно. То, что если вы будете бояться, стесняться, что я, честно говоря, делал вначале, и в таком темпе изучать программирование и не пробовать ничего, ну, то есть устраиваться в компании, там, пытаться куда-то пойти, то, к сожалению, вряд ли получится стать хорошим программистом. И тоже верно было сказано, что именно необходимо сначала определиться с направлением, потому что, условно, например, Яхья, он бэкэнд-разработчик, и я хочу изучить, я вижу, чтобы Яхья зарабатывает там хорошие деньги, например, я такой, вау, я хочу быть бэкэндером, но, возможно, бэкэнд — это не твое, и это не про тебя. Возможно, лучше бэкэнду не быть с тобой, и ты только сделаешь бэкэнду хуже. И ты, наверное, лучше будешь фронтендером. Из-за этого сначала нужно понемножечку, мне так кажется, попробовать бэкэнд, там, недельку, попробовать фронтенд недельку, попробовать мобильную разработку, попробовать то все, и там уже, наверное, будет понятно. Я так думаю, куда двигаться. У меня еще такой вопрос возник. Интересно стало, насколько вообще в университете знают про наше сообщество и как вы про него узнали, давно ли узнали и как вообще оцениваете работу, которую мы ведем? Именно в ИНГУ, так как я сказал, многие не интересуются IT, поэтому немногие знают про наш канал. Сам я его узнал именно в компании нашей АИС. Вот. Там я узнал, зашел. Ну, это время, когда я только начал программировать, прям только-только. Да, вот тогда я узнал. А ИНГУ очень мало круг знает про А интернет. остальные? Ну, я думаю, что только те, кто интересуется IT, они, в принципе, будут в этой всей сфере развиваться, и вот они узнают об интернете от других людей, то есть такое сарафанное радио. А так, в принципе, самому МГУ, конечно, немногие знают об интернете, так как, опять же, в IT, ну, IT не особо интересуются, соответственно, им нет смысла как бы Понятно. находиться во всех этих обществах. А насколько вы участвуете в чатах? Бывало ли, что вы обращались с вопросами, либо помогали, наоборот, отвечая на вопросы? Я очень мало сижу и вопросы не задавал и не отвечал, если честно. Я К что-то там сожалению. задавал, но не помню, что задавал. Короче, Да. после эфира с каждого по вопросу и по ответу. Понял. Ладно, слушай. Как в компанию? Вот такой вопрос будет. Как? Как попасть в компанию? Вот, вы же А. профессионалы, Яхья и Хаваш. Посоветуйте нам, фронтендерам и нашим коллегам, которые смотрят эфир, да, как попасть на работу в Джуну. Да, вы сами, на самом деле, уже отвечали на этот вопрос, что брать ответственность, как говорил Мухаммад, максимально делать эти все вещи, откликаться, находить прямые контакты, писать. Еще скину в чат наш пост по поводу того, на каких ресурсах можно подключать как можно больше ресурсов, то есть HeadHunter, Хабр Карьера, эти специализированные боты с вакансиями. Короче, максимально как бы широко подходить к этому вопросу. И в первую очередь, конечно, полагаться на Аллаха, делать дуа. И ни на секунду не сомневаться, что это возможно. Ну да,
полностью поддерживаю Яхью. В последнее это, мне кажется, самое главное. Остальное это просто дело времени. Так что вот так вот. У меня, в принципе, Яхья вопросов нету. То есть, опять же, я, в принципе, сказал все, что хотел, и посоветовал, наверное, тоже все, что хотел. Может быть, есть у тебя вопросы? Нет, у меня тоже нет. Если у братьев что-то есть, говорите. У меня есть напоследок слова какие-то. Я хочу от всей души поблагодарить нашу компанию АИС, особенно таких людей, как Алтамиров, Абдулла, да, Накастоев Артур, Адам Бадиев, все сообщество АИС, в принципе, отдел разработки особенно, да, за счет которых я вырос, хоть более-менее как-то. Да, хочу их поблагодарить в нашем развитии, от тебя и от нашей команды. Альхамдулилlah, Аллах разы болсын. Бусми улучшен. Ребята, вежери, Аллах разы болсын. Приятно было видеть ваши светлые лица. Пусть Аллах облегчит вам путь, поможет найти первую работу, сделать ее благодатной. Мы же в сообществе постараемся сделать из себя ища, чтобы таким, как вы, нашим братьям и сестрам было легче в этом вопросе, иншаллах. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. وإياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.